Республиканский спортивно-тренировочный центр «Мужичи». Именно здесь пройдет уже 16-й Всероссийский молодежный форум «Торгим». К его началу готов практически весь инфраструктурный форум, площадки для спортивных игр, шатер, где будут проходить мастер-классы, гостиница, столовая. Здесь уже составили трехразовое меню, остались лишь финальные штрихи. Для участников подготовили плотный график. С 10 до часа у них идет экспертная сессия, потом обед, после обеда с 2 до 4 у них альтернативные образовательные площадки, с 4 до 6 альтернативная досуговая часть, потом ужин. После ужина у них начинаются мастер-классы, связанные по лезгинке, по изготовлению хвороста. На место проведения форума заранее съехались и волонтеры, здесь их 15. Их задача сегодня установить последние спортивные тренажеры и сцену, проверить звуковое и световое оборудование и напоследок декор и уборка. Все делается для того, чтобы обеспечить участников Торгима комфортными условиями. Среди добровольцев есть и жители других регионов. Это невероятный опыт быть частью такого масштабного события, говорит Даниил Тимрич. Я был волонтером у себя в городе Самаре, и однажды я захожу на сайт Добро.ру, и там есть заявка, что можно принять участие волонтером на форуме Торгим Республики Ингушетия. Я подал заявку, это было в прошлом году. Мне очень понравилось, вот теперь я второй раз здесь. Молодежный форум будет проходить с 11 по 13 июля. Он состоит из 3 частей. Это образовательная, досуговая и грантовая. Первая часть проходит днем. Участников разделят на команды и отправят на разные площадки, соответственно их интересам. Для каждого мастер-класса спикеров отбирают. Приезжим участникам, наоборот, интересные местные эксперты, потому что если мы привлекаем из-за пределов, многие говорят, что часто слышим этих же людей на других форумных площадках, и ехать в регион означает перенять опыт данного региона, поэтому в текущем году у нас больше акцент был на наших спикерах. Кроме этого, кроме образовательной программы, идет досуговая часть, это уже вечернее время. Мы также занимаем время наших участников, это могут быть индивидуальные игры, спортивные мероприятия, культурные, патриотические. Все это делается для того, чтобы команда, участники больше узнали друг от друга, более полезно провели свое время. В этом году желание стать резидентами масштабного мероприятия изъявили более 800 активистов, отобрали около 200. 70 из них примут участие в одном из ключевых событий форума. Это грантовый конкурс, где молодые лидеры и команды смогут представить свои идеи и получить поддержку для их реализации. Максимальная сумма гранта 500 тысяч рублей. Темы проекта могут быть самыми разными, говорит руководитель грантового направления Адам Аздоев. Это и помощь определенным слоям населения, то есть социально уязвимым. Это создание каких-то площадок, где люди могут узнавать новую информацию, обучаться и так далее. Допустим, есть один проект, который направлен на сохранение памяти ингушского национального одеяния, который тоже даже вне рамок конкурса участвовала, девочка участвовала, развивает это дело, показывает, делает выставки. Форум уделяет особое внимание темам туристического развития, культурного обмена и социальным проектам. Торгим – это маяк, мероприятие, к которому тянутся люди, отмечает министр молодежной политики. В конце Всероссийского форума победителям грантового конкурса вручат денежные сертификаты на общую сумму 4 миллиона рублей. Амина Зязикова, Алисхан Горовожев, Магаз 24.